3 онлайн-смены и 170 проектов от Ингушетии. 11-й Северокавказский молодежный форум «Ашук-2020» близится к завершению. Участники защищают проекты через видеосвязь. Ингушетию на форуме представляет около 200 активистов. Продлится маршрут до 26 августа, но предварительный итог уже известен. Тему продолжит Тамара Хашагульгова. В этом году впервые онлайн, зато количество участников по сравнению с прошлыми годами в разы больше. Более 200 человек из Ингушетии тоже в числе претендентов на получение гранта. Кто-то в этом деле уже, можно сказать, профессионал, а другие, к примеру, Юсуп Чанеев, пробуют свои силы впервые. Участник третьей смены мечтает проводить в родном Сунжинском районе спортивные состязания наподобие Кавказских игр. Теперь дело за малым – успешно защититься. Эти виды спорта, бег, прыжки, подтягивания на турникете, более-менее популярные виды спорта, которые у нас бывают. В особенности у нас боевое искусство, бокс, ММА и так далее. А такие виды у нас не проводятся. И я бы хотел смотивировать молодежь к спорту, здоровому образу жизни. То есть студентов и школьников. Возрастная категория, которая там будет участвовать, от 18 до 25 лет. Этот форум уже 11-й по счету. К слову, Ашук-2020 стартовал еще 2 недели назад. Выходили в прямые эфиры, присоединялись к лекциям и защищали проекты. Участники Машука, можно сказать, не выходя из дома. Или вот на такой площадке. По разные стороны баррикад. Пока одни защищаются или ждут своей очереди, другие как раз оценивают подготовленность участников. У каждого эксперта свое направление. Чаще всего ошибки в социальном проектировании заключаются в том, что участники не знают и не понимают, как нужно писать социальный проект. Чаще всего пишут сумму софинансирования, но сумма софинансирования не доказана. Пишут партнеров проекта, партнеры тоже, письма поддержки от партнеров тоже не получены. Вот такого ряда были замечания у участников. Без ошибок хоть и не обошлось, но и о положительной стороне тоже забывать не стоит. Многие ребята смогли успешно защититься на начальном этапе. По итогам 2 смен и по итогам половины третьей смены, на моей смене Ингушетия защитилось около 20 человек. И, если я не ошибаюсь, 10-11 из них рекомендованы на получение гранта. В 3 номинациях, где я участвовала, это профилактика негативных проявлений в молодежной среде, это укрепление семейных ценностей и молодежные медиа. На данной смене представлено в 2 номинациях 5 человек, успело защититься 2 человека. Добровольчество, экология, политика, сервис и туризм. Многие уже успели попробовать свои силы в рамках 2 тематических смен – глобальные вызовы и национальный код. Третья – мастерская сообществ, только близится к своему завершению. Однако предварительный итог уже можно подвести. У нас по итогам уже 2 смен мы лидируем с общей суммой грантов 4 миллиона 350 тысяч. По итогам 2 смены мы занимаем 1-е место, там 2 миллиона 350 тысяч, 9 грантов выиграно. По итогам 1-й смены у нас 2-е место, 1 миллион 883 тысячи. У нас опять 9 выигранных грантов. В основном номинации это спорт, ЗОЖ, туризм, профилактика негативных проявлений, укрепление семейных ценностей и волонтерство. Окончательные результаты по итогам 3 смен Машука подведут через несколько дней. Кстати, в середине сентября организаторы запланировали и 4-ю смену, причем в офлайн формате. Если на первые 3 смены квоты выделялись каждому региону, то в последнюю попадут только 300 самых активных, независимо от места жительства. Тамара Хашагульгова, Майырбек Миржоев, Новости 24.